Это итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях среды. 4 августа вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Лесные пожары бушуют у сел Ситта и Кылайи. Дополнительные силы Министерства обороны прибыли в Якутию. «Спаси жизнь здесь и сейчас». Станция переливания крови приглашает жителей и гостей Якутска стать донором костного мозга. Вопросы, решения которых не терпят отлагательств. СН Николаев поручил разработать комплексный план развития Мирнинского района. История неблагоустроенных дворов Серебряного Бора в Нерюнгринском районе тянется не первый год. Как решают этот проблемный вопрос? Сложная сетка досталась якутскому борцу Аялу Лазареву на Олимпийских играх. Спортсмен узнал своего первого соперника. Для борьбы с лесными пожарами в Якутск из Хабаровска прилетела сводная инженерная рота Министерства обороны России. Несколько часов назад приземлились 2 самолета Ан-12. Прибыли более 100 военнослужащих. Напомню, дополнительные силы доставили в наш регион по решению министра обороны страны генерала армии Сергея Шойгу. Также в течение недели прибудут 16 единиц специальной инженерной техники по железной дороге, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи. Согласно приказа командующего войсками Восточного военного округа, прибыли в город Якутск для выполнения задачи и помощи населению по предотвращению и локализации тушения пожаров. Личный состав обучен, личный состав готов, и даже нет сомнений, что личный состав выполнит эту задачу. Они будут работать на пожарах в Горном и Верхнеуральских районах. Сегодня, согласно плану работы, батальон выдвинется в Горный район и там будет базироваться до прибытия техники, которая прибудет железной дорогой. Ожидаем прибытия 16 единиц техники. Это на базе МТЛБ и БАДы, которые будут, конечно, работать и очень нужны сегодня в наше тяжелое время. 9 лесных пожаров бушуют в Кобяйском улусе. Об этом сообщил глава района Иван Левин. В тушении заняты более 250 человек и 30 единиц техники. За районом закреплен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. За последние 2 суток из-за сильных порывов ветра огонь выходил за пределы контролируемых территорий. По поручению главы Якутии получена дополнительная противопожарная техника. У населенного пункта Ситте в ближайшие дни прогнозируют порывистый ветер. Сложная ситуация сохраняется в селе Ситта, где работаем с 5 пожарами. 5 пожаров начали объединяться по территории. По поручению главы республики получили дополнительную тракторную, вездеходную технику, мобильную емкость и пожарную машину. Люди и техника в селе Ситта работают круглосуточно. Подготовили ПВР, при ухудшении ситуации готовы выполнить эвакуацию населения. Вчера на пожаре поселка Сангар выполнили встречный отжиг в районе озера Сухое. Тем самым распространение огня в сторону населенного пункта на сегодня остановлено. Открылось движение транспорта между Горным и Кобяйским районами. Лесной пожар в Горном улусе отступил. Сегодня открыт участок дороги село Бяскюэль, речка Тюгене. Автодороги Кобяй передает Управление дорог Якутии. Тем временем площадь пожара в Тюляхском наследии Устьалданского района составляет 2500 гектаров. На месте стихийного бедствия работают более 160 человек и 20 технических средств. В населенных пунктах Берие, Титары, Танда развернуты пункты временного размещения. Из Кылайи отселено 138 человек, из них 84 дети. Продолжают наращивать силы и средства. На месте пожара сегодня прибыли из села Тумул водовозная, а из Чурапчинского улуса пожарная машина. Планируется работа вертолета МЧС России с водосливным устройством. Напомню, огонь угрожал селу Кылайи с северной стороны в 2 местах. Но с помощью пожарных машин удалось сдержать пламя и не пустить его к населенному пункту.
Борьбу с огнем ведут и в Мирнинском районе. Напомню, там создают единый оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Необходима координация всех сил и средств. Остается в Мирном и сильная задымленность. Айсен Николаев во время поездки в Мирнинский район поручил усилить работу с населением, возможно, сократить рабочий день из-за сильного смога. Активно продолжает тушить лесные пожары на территории района. Сегодня оперативный штаб рассматривает все замечания главы республики. Специалисты в области борьбы с лесными пожарами прорабатывают эти вопросы. То, что касается защиты населенных пунктов, это непосредственно комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Мирнинского района. Комиссия работает в круглосуточном режиме. Сегодня проблема угрозы селу Сюльдюкар Мирнинского района практически снята. Дорабатываются защитные мероприятия. По угрозе, возможной угрозе поселку Чернышевский, она отсутствует, потому что огонь находится за рекой. По угрозе каскаду Вилюйских ГЭС прорабатываются защитные мероприятия, готовятся необходимые силы и средства. Явные угрозы не просчитывается. Тушение лесных пожаров Айсен Николаев обсудит с министром природы России Александром Козловым. Сегодня глава Якутии находится в однодневной рабочей командировке в Москве. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев. Кроме этого, состоится встреча Айсена Николаева с генеральным директором Дома РФ Виталием Мутко и подписание соглашения о сотрудничестве между акционерным обществом и Республикой Саха-Якутия. А чуть раньше глава региона поручил разработать комплексный план развития Мирнинского района. Об этом Айсен Николаев сообщил на совещании в столице Алмазного края. В документе, в отличие от стратегии развития района до 2030 года, отразятся мероприятия на ближайшую перспективу. Это вопросы, решения которых не терпит отлагательств. Главной целью документа станет улучшение качества жизни людей. Это относится к подготовке кадров, повышению качества образования, развитию транспортной инфраструктуры, субсидированию авиабилетов, созданию комфортной городской среды, строительству дорог. В разработке документа по поручению главы примут участие неравнодушные жители, власти муниципалитетов, промышленные предприятия, ведущие свою деятельность на территории района. Поэтому мы рассмотрели сегодня и приняли ряд решений по более активному участию компаний не только Алроса, но вот и Тасюрях, Нефтегаз-Добычи, и РНГ, Якутскэнерго, других компаний, которые здесь работают именно в социально-экономическом развитии района, в улучшении жизни людей, в создании комфортной среды в поселках и городах района. В этом направлении очень хорошее движение здесь появилось, называется «Народный актив», которое как раз суммирует предложения жителей, собирает предложения жителей по улучшению жизни в каждом конкретном населенном пункте Мирнинского района и потом их доносит уже до руководства района. Ну и сегодня я тоже вот нашел время, и мы с генеральным директором компании «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым встретились с народным активом, обсудили те вопросы, которые ставит население. На самом деле вопросы все абсолютно понятные. Конечно же, сегодня во главе угла у всех лесные пожары, борьба с ковидом, но вместе с тем остальные все вопросы, они, конечно же, тоже не менее важны. Это и вопросы авиаперелетов, их дороговизны, это вопросы транспортной доступности, это вопросы появления новых социальных объектов, это вопросы новых рабочих мест и занятости местного населения в реализации этих проектов, это вопросы строительства новых социальных объектов в отдаленных населенных пунктах района, таких как Тасюрях и Сюльдюкар. Безусловно, все эти вопросы должны быть рассмотрены и должны будут решаться. Сейчас к эпидобстановке 144 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб, из них 80 в Якутске. 15 случаев заболевания в Сунтарском районе, 13 в Нерюнгринском, 7 в Мирнинском, 6 в Усть-Алданском районе. По 5 заражений в Алданском и Ленском районах, еще в 7 районах фиксируют от 1 до 4 заболевших. Кроме того, в республику поступило 10 200 доз вакцины «Спутник Ви» и 15 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Как избежать тяжелых последствий коронавируса? На эти вопросы ответили медики и те, кто переболели COVID-19. Подробности у наших коллег. У меня также было чувство вины перед моими родными и близкими, потому что им очень тяжело было переносить это. Меня они не видели, меня они не слышали. И им сказали, что готовьтесь к худшему.
Жизнь после ИВЛ. Людмила Кукоба с болью вспоминает самые трудные дни для ее семьи. Полгода женщина лежала в Удачнинской больнице. 3 месяца в реанимации со 100% поражением легких. Врачи давали неутешительные прогнозы, но Людмила выжила. Как показывает статистика, в реанимацию с тяжелой формой пневмонии попадают непривитые пациенты. Те, кто отказались от вакцинации или получили медотвод. Сегодня самой эффективной мерой борьбы с коронавирусом считается вакцинация. По словам медиков, чтобы выработался коллективный иммунитет, 70% населения должны привиться. До и после прививки врачи рекомендуют не пренебрегать мерами защиты. В общественных местах нужно носить маску, чтобы защитить себя и других. Человек считается полностью иммунизированным после 2-3 недель от 2-й дозы вакцины. Если взять аппарат управления Удачнинского ГОКа, у нас практически 100% все вакцинированы и никаких последствий ни у кого нет. Поэтому все же я надеюсь, что здравый смысл там восторжествует, люди будут больше доверять тем людям, которых знают, видят и кто действительно вакцинировался. Довериться отечественной вакцине готова и Людмила Кукоба. Через полгода она планирует привиться. Я не имею права советовать людям. Но если бы я не попала в реанимацию, я бы, наверное, прививку сделала. Иванна Филиппова, Ирина Балкова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». «Спаси жизнь здесь и сейчас». Станция переливания крови приглашает жителей и гостей столицы стать донором костного мозга. По словам сотрудников станции, на сегодняшний день люди с заболеванием крови не могут найти подходящего донора не только в регионе, но и по всей России. Для этого нет базы. О том, как будет развиваться донорство костного мозга, Сарглан Неустроева. Специалисты отмечают, из миллиона доноров костного мозга только один может оказаться тем самым. В настоящее время не только в регионе, но и по всей стране имеющейся базы доноров недостаточно даже для одного человека. У нас в Российской Федерации создан, но в очень небольшом количестве реестр потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток. Но для развития и для того, чтобы подобрать уже реципиентам доноров, необходимо создать реестр в пределах нескольких миллионов человек. Искать заветный генотип людям с заболеванием крови приходится за рубежом. Чтобы решить эту проблему, была запущена программа по развитию базы Федерального регистра доноров костного мозга. Реализацией программы занимается Кировский институт гематологии и переливания крови. Вы, наверное, все видели эти посты жуткие, когда показывают детей, взрослых, которым собирают смс-ками деньги на поиск донора за рубежом. Вот как раз, чтобы ликвидировать такую сложившуюся ситуацию в России, и создается база массовая, обширная, включающая многие регионы с разными генотипами доноров, чтобы помочь людям, болеющим раком крови. Вопреки расхожему мнению, процедура изъятия костного мозга практически безболезненная, схожая со сдачей обычного анализа крови. Для того, чтобы спасти целую жизнь, требуется лишь 3 мл. Я узнал, что я могу сдать кровь и помочь кому-то с больным с раком крови. Процедура прошла быстро, безболезненно. Работники молодцы. Создание базы доноров костного мозга началось и в республике. Все это стало возможным благодаря деятельности Лиги женщин-ученых Якутии, которая в прошлом году выиграла грант главы региона. Результатом же станет подписание соглашения о сотрудничестве с Кировским институтом. Уже сегодня 15 полученных образцов крови отправлены в Киров на извлечение генотипа и внесение местных доноров в федеральную и региональную базу. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Строительство новой станции очистки сточных вод в Жатае идет согласно графику. Сегодня член окружного совета депутатов поселка Иван Луцкан с проверкой посетил площадку строительства коммунального объекта. С ходом работы знакомился и наш корреспондент Власий Сергеев.
Строительные работы на этом объекте начались в сентябре прошлого года. Сейчас на площадке ведется строительство корпуса канализационных очистных сооружений, а также монтаж самой станции. Мощность нового объекта составит до 1500 кубов в сутки. При этом стоки будут проходить полный цикл биологической очистки. Ну, технология очистки здесь биологическая очистка. Вот я уже показывал, что вот это вот, где у нас арматура торчит, это денитрофикатор. Сюда поступают все стоки, бактерии с активным илом туда поступают, идет окисление, значит, остатков, и остальное все дочищается в биологической очистке. Тут несколько циклов, все это перемешивается, да пока не будет очищено полностью до рыбохозяйственного значения. Новая станция придет на замену двум существующим объектам 70-х и 80-х годов постройки, демонтаж которых планируется начать в этом году. Отметим, что проект реализуется в рамках указа главы Якутии Айсена Николаева об экологическом благополучии республики. Строительство объекта имеет важное значение не только для жителей Жатая, но и для всех якутян, которые живут ниже по течению реки. Потому что данная станция, она предназначена для того, чтобы очищать канализационные стоки, которые вырабатывают жители Жатая и близлежащих поселков, потому что сюда будут приезжать фекальные машины, плюс централизованная канализация будет подведена. И те механизмы, которые здесь заложены в самом строительстве, позволяют на 100% гарантировать в первую очередь безопасность воды, которая будет поступать в последующем в реку Лена. По итогам визита Иван Луцкан отметил, что все работы ведутся по ранее установленному графику. Согласно плану, новая станция очистки сточных вод будет введена в эксплуатацию в конце этого года. Власий Сергеев, Павел Никифоров, Якутск. Продолжается прием документов в средние профессиональные учебные заведения. Набор ведут 42 образовательных учреждения. На сегодняшний день поступило более 15 тысяч заявлений. По количеству поступивших документов лидирует Якутский медицинский колледж. Туда направлено порядка 2000 заявлений. Если смотреть по количеству человек на одно место, то большой конкурс в финансово-экономическом колледже. Там на одно место претендует 14 абитуриентов. Далее самыми востребованными специальностями и профессиями на базе основного общего образования остается земельное дело, финансы и поварское дело. После 11 класса больше всего абитуриентов планируют стать медицинскими работниками. Например, сестринскому делу хотят обучиться около 900 человек. Есть профессии, которые пользуются наибольшим спросом, есть профессии, которые пока что ждут своих абитуриентов. Так, например, можно выделить на сегодняшний день на базе 9 класса наибольший конкурс на профессии повар-кондитер. Здесь следует отметить высокую работу, профориентационную работу данных учреждений базовых. Да? Кроме того, если вдруг по каким-то направлениям не будет заявления, недобор, да, скажем так, то учреждение вправе продолжить приемную комиссию до 25 ноября. СВФО открывает новый сезон Open лекции на протяжении августа и сентября. Каждый четверг в 19 часов на стадионе «Юность» у 66-го общежития и в сквере профессоров будут проходить научно-популярные лекции. Выступят 7 исследователей Федерального университета, в том числе руководитель СВФО Анатолий Николаев. Он расскажет об изучении древесных колец. Также слушатели смогут принять участие в мастер-классах утренней гимнастики и пройти профориентацию. Мероприятия посвящены 65-летию Якутского государственного университета, поэтому на лекции приглашены выпускники разных лет. Трансляцию лекции можно будет увидеть на YouTube-канале СВФУ. Еще одним отличием этого сезона станет то, что наши лекции будут носить такой практикоориентированный характер. То есть, например, завтра первую лекцию у нас открывает доктор медицинских наук Татьяна Яковлевна Николаева, врач-невролог, доцент медицинского института. Она не просто расскажет о связи инсульта с ковидом, да, не просто даст рекомендации, но также озвучит ментальные упражнения, которые полезны не только тем, у кого есть определенные проблемы в этой сфере, но и вообще всем. Ментальные упражнения для хорошей работы мозга. И все лекции у нас будут иметь вот такой практикоориентированный характер. В этом году в Якутске благоустроят 15 дворовых территорий и обустроят 15 спортивных площадок. Кроме того, еще по 15 дворам сделают проектно-сметную документацию и, возможно, начнут их благоустройство. Ход исполнения муниципальной программы обсудили на заседании постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской думы. На 23 июля благоустроили 6 дворовых территорий на почти 52 миллиона рублей с исполнением 80%. По 8 адресам работы только начались.
снялись. Плюс из бюджета республики поступили деньги на ремонт еще 15 дворов. Тем временем история неблагоустроенных дворов Серебряного Бора в Нерюнгринском районе тянется не первый год. Недобросовестные подрядчики бросили придомовые участки в том состоянии, в котором они были после стройки. Поселковая администрация выиграла судебные иски к этим застройщикам, но на их счетах нет денег, поэтому нет возможности заставить их исполнить обязательства по контракту. Как сегодня решается этот проблемный вопрос, выясняла Екатерина Павлова. Навстречу органам местного самоуправления и жителям поселка пошел глава Якутии Айсен Николаев, поручив выделить из бюджета республики целевые средства в размере 27 миллионов, чтобы привести дворы новостроек в порядок. 13 июля текущего года был заключен муниципальный контракт подряд на исполнение. Этой работы выиграл индивидуальный предприниматель Сергей Синяк. К 30 сентября подрядчик должен привести в порядок 7 дворовых территорий многоквартирных домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья. На сегодняшний день уже в 2 дворах полностью установлен бордюрный камень. Сегодня начинается заливка замков бордюрного камня. И на 2 остальных дворах продолжается установка. В сухую погоду, естественно, будем заливать. Укладка брусчатки, в принципе, от погоды не зависит. Районные власти держат на постоянном контроле ход работ во дворах поселка и отмечают плюсы того, что работу выполняет местный подрядчик. Благодаря чему, во-первых, обеспечена занятость населения района, во-вторых, спросить за качество проще, когда исполнитель рядом. Мы в еженедельном режиме выезжаем, встречаемся с подрядчиком, смотрим процент исполнения работ. Значит, на сегодняшний день буквально мы видим, что неделю назад не было еще картинки. Сегодня мы видим, что картинка появилась с двора. Значит, подрядчик выполнил определенные работы, установил бордюрный камень в 3 дворах. Всего нужно будет сделать 7 дворов. Поэтому контроль будет, конечно, с нашей стороны постоянный. Будем смотреть, как выполняется ход исполнения работ. Подрядчик уже, в принципе, готов здесь приступить к бетонным работам. Кроме того, будут обустроены внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, детские площадки, установлены ограждения. И жители поселка, наконец, смогут жить в комфортной среде. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Ленске установили необычные арт-объекты и фотозону. Такую двойную функцию несет новая инсталляция в городском парке. Имитированные качели со скульптурой в виде семейства белок появились недалеко от фонтана, расположенного в центре парка. Автор малого архитектурного произведения – известный якутский скульптор Николай Чудчасов. Новый арт-объект появился в рамках реализации программы по благоустройству общественных территорий. Не только полюбоваться, но и сфотографироваться теперь можно возле изваяния главного символа Ленского парка. А вот почему именно белок решили усадить на деревянные качели – это отдельная история. Учитывая, что в нашем парке очень много белок, популяция это уже с каждым годом, как говорится, растет из года в год, мы решили, что это будет самая уместная архитектурная форма в нашем парке. Так как у нас парк представляет собой лесной массив, здесь очень много присутствует и кедра, и сосны, и ели. Все-таки за основу была принята концепция управлением архитектуры республики, концепция именно шишки, именно белок. И поэтому вот родилась вот такая малая архитектурная форма. Далее о спорте. Тренер Антон Ильин и ведущая спортсменка Алданской школы карате Киокушинкай Светлана Бережнова прошли летние сборы со сборной России, которые состоялись в июле в Крыму. Сборы – это в первую очередь общение с профессионалами, пополнение багажа знаний и навыков по дисциплинам, новые методики тренировок. Как это часто бывает, после подобного эмоционального заряда по возвращению домой хочется все изменить и перестроить. Вот и наши герои полны энергии и энтузиазма. Здесь у нас тоже расширяется тренерский и педагогический состав. У нас еще новые инструктора, 2 инструктора с этого года будут. Они будут заниматься с общими группами, а я хочу уже, конечно, работать с теми спортсменами, кто хочет прям стать чемпионами мира России, то есть у которых есть огонь, желание и способности. Ну и ближайшие соревнования ваши? Ближайшие соревнования – это в сентябре всероссийский турнир «Сильный в Анапе» будет.
Вот. На него мы еще думаем, ехать или нет, но в октябре будет всероссийский турнир в Санкт-Петербурге, сильнейший турнир, туда мы обязательно поедем. А якутский борец Аял Лазарев узнал своего соперника по олимпийскому ковру. В Японии завершилась жеребьевка для борцов в весовой категории до 125 килограммов. В первой схватке Аял Лазарев, представляющий на Олимпиаде сборную Киргизии, выйдет против представителя США Гейбла Стивенсона. Отмечу, что сетка для Лазарева вышла сложной. Первым его оппонентом станет молодой и перспективный борец, чемпион мира среди юниоров, победитель Панамерики Гейбл Стивенсон. В случае победы над представителем США якутянин может сразиться с победителем предыдущих Олимпийских игр в Рио, двукратным чемпионом мира, 8-кратным чемпионом Европы Таха Акгюлем. Выход на ковер якутянина ожидается завтра в 11 часов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.